Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 29 октября. Это у нас с вами среда. Смотрим мы на колоде цыганский пасьянс этот день. Не на Ленорман, потому что день обещает быть очень мирным и спокойным. У нас будет на этот день влиять аркан мир. Поэтому посмотрим на пасьянсе. Значит, как я высчитала, мы с вами складываем 29.10.2025, 2, 9, единичка, 2, 2 и 5. В сумме получается 21. За 21 число у нас отвечает старший аркан мир, поэтому в этот день также могут еще происходить какие-то мировые события важные, какая-то новость, которая там может продыметь на весь мир. В этот день может быть много общения, интернет. Также, что у нас там еще бывает? Примирение, например, если вы с кем-то были поруганы, можете помириться, подписать, так сказать, мировую. Поэтому, в целом, хорошие события. Сейчас будем смотреть по знакам. Первые овны. Овны, 29 октября, среда, события дня. Овны, среда. Покажите мне основные события. Что будет у овнов? Слезы. Ну, слезы могут быть и радости, да, не забывайте об этом. Успех, вот, пожалуйста, слезы радости от успеха. Успех и конфликт рядом. Какой-то конфликт успешно заканчивается. То, что я вам и сказала только что. Цыпленок. Угу. Победа. Успех, победа. Может быть не конфликт, а еще какое-то соперничество, мечи. Вот было бы хорошо, если бы какой-то мировой конфликт по карте мир, мировой конфликт завершился успешно. Ножницы еще есть. Отсекание, да, решение вопроса. Отрезание какого-то хвоста. Так, ну и давайте посмотрим. Угу, есть еще змея. Здесь нет и здесь не вижу. Значит, получается, у вас события в этот день конфликт. Но это, в этом конфликте будет успех и победа. Конфликт, успех, победа. Решение какого-то вопроса. Слезы, ну опять же, слезы радости могут быть, общение с семьей, с детьми и общение с человеком, у которого такой длинный язык. Он может вести себя достаточно агрессивно, он может жалить, нападать на вас. Но иногда змея показывает, что мы общаемся с таким человеком, но он нам ничего плохого не делает. Поэтому тут так тоже может проигрываться. Это тоже имейте в виду. То есть он по своей природе такой, острый на язык. Но в нашу сторону не проявляет этих качеств. Так что будем надеяться, что так и будет. Благодарю за внимание. И перехожу к тельцам. Так, смотрим сейчас, что у тельцов. — 29 октября. — 29 октября, тельцы.
глубокая печаль, колокольчик, чемодан, месяц, ага, и цыпленок. Якорь. Лебедя нельзя. Яблоко. Так, и сейчас я пробегусь, посмотрю. Да, есть еще книга. Ну, и здесь нет. Получается, что у вас? Ну, у вас событий много в среду. Первое показало, что может быть разочарование в этот день, сильные глубокие переживания. Но я, в принципе, особо-то повода не вижу для этого. Не выпало ничего такого. Не знаю, за чего у вас будут переживания. Сильные переживания. Даже, видите, слезы выпали. Временная разлука, расставание с кем-то. Временное. То есть человек на время может удаляться, уезжать куда-то. Ну, может быть, из-за этого печаль. Временная разлука, расставание, общение с семьей, с детьми. События, которые имеют цикличность. Происходит там каждый месяц. Пустые разговоры. Якорь, остановка где-то надолго, либо может быть еще с чемоданом прибытие куда-то. И книга «Казенный дом» — это госучреждение. Поход в госучреждение. Например, если речь будет идти о дороге в этот день, да, так как выпал чемодан, якорь, то это может быть ЕЖД вокзал, аэропорт. Как вариант, казенный дом. Так что вот такие события. Вроде бы как и ничего. А, кстати, карта мира — это у нас карта путешествий. Очень часто по миру человека прям вот тянет в какую-то поездку. Может быть, вы даже и не планировали, и вдруг с утра встали и решили, что надо куда-то поехать. Как вариант, может быть, даже и такое быть. Но в целом, если вот эта печаль проиграется как просто там это печаль из-за расставания временного, ну, не самое страшное, согласитесь. Смотрим дальше. Дальше у нас будут близнецы. Близнецы, 29 октября. События дня. Угу. Первое, что я вижу, корабль, это ожидание. Ожидание какой-то встречи, ожидание свидания. Возможно, у вас на днях будет какая-то встреча, вы прям о ней только и думаете. Мешочек нельзя соединить. Также в этот день выпадает подкова. Колокольчик нельзя. Здесь не вижу. Так, значит, 3 события нашла для вас. Первое событие – ожидание, встреча. Но опять же, это я так придумала, что это ожидание встречи. Возможно, проиграется по-другому. Вы ждете чего-то там своего. В этот день может быть какая-то приятная встреча. И вообще этот день будет для вас очень удачным. Удача выпала. Поэтому у вас все события хорошие. Близнецы. Удача и приятная встреча.
Благодарю за внимание и переходим к ракам. — 29 октября. Раки. События дня. Замок. Первое событие. Дерево. Маска. Интересно, маска и замок. Обман и тайна, которая открывается. Обман, который открывается. Любовь. 2 сердца. Подарок. Машина. Подсвечник. Угу. Также есть по горизонтали метла. Есть... нет, ключ нельзя, потому что машина уже зафиксировала эту карту. И цепь тоже нельзя, потому что эта карта зафиксирована. Ну, здесь нет. Значит, у вас, смотрите, что выходит. Может в этот день открываться какая-то тайна. Замок. Дальше может быть приглашение, подарки. Куда-то вас могут позвать. Можете получить подарок или подарить подарок. Все хорошо будет в личной жизни. Любовь, поездка, может быть, дорога. Обман может быть, поэтому вам надо быть осторожными. Маска. Кто-то будет надевать на себя маску и прикидываться. Иногда, кстати, это мы надеваем на себя эту маску. Тоже так может проигрываться. Поэтому это тоже момент учитывайте. Может быть, вы надеваете маску и пытаетесь что-то скрыть тайно. И надежда еще выпадает на этот день. И может быть небольшая ссора, споры с кем-то. Это не конфликт, но это все равно такое напряжение по метле идет. Иногда еще метла проигрывается как уборка, наведение порядков, там, когда мы занимаемся там уборкой дома там, и так далее. Тоже может таким образом проигрываться. Имейте в виду. В общем, в целом из минуса у вас тут, конечно, это вот эти тайны, обманы. Непонятно, что это за история. Так, благодарю за внимание, раки. Переходим к львам. Львы, 29 октября. События дня, львы. Левушки, среда. Как для них пройдет этот день? Первое событие — молния. Замочек нельзя. Якорь. Месяц. Яблоко.
Угу. Бабочка вижу. Цветочек. Хорошо. Угу. Флаг. Деловая встреча, разговор. И рядом победа, исполнение желаний. Тайная, может быть, тайная встреча вот это. Так. А теперь давайте еще смотрим здесь. Да, есть еще и ключ. День действительно для вас очень-очень важный. Вот это 29 октября. Здесь нет. Значит, смотрим, что повыпадало. Выпала информация, новости вы будете получать. Причем они такие очень неожиданные, иногда шокирующие новости. И в хорошем, и в плохом смысле слова шокирующие. Да, вот как молния, как удар молнии. Дальше слезы. Но это могут быть и слезы радости. Событие, которое имеет цикличность и повторяется. То есть какое-то событие, которое когда-то уже было и снова может быть в этот день. Исполнение желания, якорь, остановка. Скорее всего, вот первая часть дня, она пройдет в какой-то паузе, то есть не будет движения. А вторая, да, вот тут уже, скорее всего, идет, видите, встреча, общение идет. Ну, если есть победа, значит, было какое-то соперничество у вас с кем-то. И идет ваша победа, ключ, все в ваших руках, важное событие, новые возможности ключ может давать. И тайная встреча, видите, встреча деловая, но, скорее всего, она какая-то тайная. Может быть, вы никому там о ней не расскажете, например, чтобы не сглазить, да, так сказать, чтобы эта встреча прошла для вас успешно с результатом. Ну и самое главное, это исполнение желания. То есть у вас из негативных событий, по сути, только слезы. Но опять же, слезы иногда это хорошее событие, потому что там могут быть слезы радости. Поэтому я тут, можно сказать, плохого ничего не вижу у вас. Наоборот, ключ, победа. Должен быть очень такой интересный день у вас, Лёшки. Среда. Благодарю за внимание и переходим к девам. Так, девы, поехали. 29 октября, среда. События дня девы. Как у них пройдет этот день? Какие события будут? Не вижу ничего. Где события для дев? Интересно. Так, сейчас я смотрю еще периметр. Или я где-то что-то пропустила, не увидела. Ну, вот единственное, что я вижу, это подкову. Ну, если я не вижу, значит, я и не должна видеть. Так. Представляете, не вижу. Нашла только одно единственное событие, но зато очень классное. Это подкова. Успех. Успех, удача показали. Так что мне карты показали, что среда для вас будет тем днем, когда вас будет буквально преследовать удача. Вам будет вести в этот день, будет все складываться для вас наилучшим образом.
Так что, девы, такая вот у меня для вас хорошая информация. Среда для вас будет очень удачный день. Но если выпала только удача, то есть концентрация идет на ней. Поэтому вот точно вам очень сильно повезет в в какой-то один момент, я так понимаю. Благодарю за внимание и переходим к весам. Смотрим, что у весов. 29 октября. Весы. События дня. Двадцать 29 октября. Весы. Среда. Смотрим весы. Что вам этот день приготовил? Какие события? Сразу же цветочек. Замечательно. Ножницы. Угу, дорога. Угу, корабль. Яблоко нельзя. Конверт нельзя. Ага, есть сундук. Какие у вас хорошие события. Дорога, машина, гости. Может быть, поездка в гости. Рыба. Так, рыба. Подарок, смотрите, тоже еще есть. Дорога, гости, подарок. Ну и горизонталь, вертикаль больше не вижу, кроме подарка ничего. Значит, смотрите, все события выпали очень классные, кроме вот этого. Но я сейчас объясню. Что из хорошего выпало? Это исполнение желания, супер, поездка, решение какого-то вопроса, гости, подарки, прибыль, ожидание, ждете чего-то. Ну, не знаю, может быть, там ждете этой поездки, ждете прибыли, в общем, ожидание. И скользкое дело, рыба. Ну, рыба чаще всего, первое главное ее значение, это предупреждение о том, что вас могут втянуть в какие-то истории, махинации, там, вы можете стать жертвой мошенников и так далее. Но у рыбы есть еще одно такое значение, но это уже из практики, да, я заметила, что рыба иногда показывает, например, в этот день, если особенно гости попадают, вы приходите в гости там, и вам запоминается какая-то, ну, очень вкусная рыба. Да, ну, прям, не знаю, или смотрите фильм про рыбу, или идете на рыбалку в этот день, или что-то покупаете в подарок для человека, который любит рыбачить, и вы там для него в подарок что-то покупаете. То есть тут тоже надо учитывать этот момент, что рыба не всегда это... Она вот скользкое дело, иногда может проигрываться так. Ну и почему-то вот у меня такое ощущение, что она в этот день проиграется другим значением для вас. В общем, вот такая информация. У вас очень будет классный день. Исполнится желание, решится вопрос, в гости съездите, возможно. Так что все должно быть хорошо. Благодарю за внимание, весы. И переходим к Скорпиону. Скорпионы, 29 октября. 29 октября, среда, события дня.
Что ничего не вижу, скорпиончики. О, есть сундук прибыль. И забыла самое главное. Смотрите, кто родился 29 октября, скорпионы, у вас вот этот год, который начинается, ну, день рождения пройдет, и у вас начнется новый год ваш. И он будет идти под арканом мир, под вот этим. Прекрасный год будет. Это год, когда вы можете выходить на новый уровень. Ну, в работе, если мы говорим о работе. Вы можете, например, начать работать через интернет со всем миром. Это когда выход идет на мировой уровень именно. Это может быть... Также у нас переезд часто по карте мир бывает, например, там в другую страну, в другой город может быть. Ну, вообще очень-очень такой успешный год, и это год как бы завершения вот этого цикла большого предыдущего жизни. И у вас вот как бы вы уже стоите на пороге каких-то больших перемен и новой жизни. Но это будет еще будет шут потом следующий год у вас, то есть пройдет мир, потом будет шут. Оно постепенно, и года через 2 начнется у вас новый цикл. Поэтому так. Также есть, смотрите, флаг Победа. Ой, дверь вытащила. Угу. И давайте пробежимся, посмотрим, что здесь. Не вижу я горизонталь, вертикаль. Увидела я только 2 события для вас. И оба, одно лучше другого. Одно показывает прибыль, финансовые поступления. Второе показывает победу. Ну, эта победа может быть там в делах, в работе, какая-то встреча результативная. Это может быть, например, если у вас конкурсы, либо какие-то важные собеседования, переговоры. В общем, вас в этот день ждет какая-то победа. Ну, возможно, как раз и прибыль идет за счет этой победы. Да, ваша победа, которая приносит с собой эту прибыль. Так что вот такой шикарный день, скорпиончики. 29 октября. Благодарю за внимание. Переходим к стрельцам. Двадцать 29 октября. Стрельцы, среда. Дерево. Чемодан. Замок. Тайная встреча. 2 кольца. Угу, бокал. Интересно, выпала и тайная встреча, и тайна выпала. Угу, дорога. И интимная связь, кровать. Тут вообще у вас целая история, можно прочитать, да. Приглашение, вас куда-то зовут провести вечер, да, бокал, дорога, ехать надо туда. И эта встреча тайная, да, тайна показывает и, ну, тайная какая-то встреча, но по замочку эта тайна может открыться. Ну, и как бы с интимной связью здесь может быть это приглашение и застолье. Но опять же, это я так придумала, да, такая история похожа по картам. Может все быть совершенно иначе. Периметр не вижу. А могут все события проиграться отдельно. Да, то есть приглашение одна история, интимная связь другая, застолье третья. Поэтому я вам называю отдельно, а вы уже там посмотрите, когда день пройдет, вы увидите, где были эти совпадения, да, где были события одно, а где другое. Значит, что выпало? Приглашение выпало. Интимная связь, дорога выпала,
Ну, какие-то посиделки, застолье это громко сказано, да? Ну, какие-то посиделки где-то в кафе, в ресторане могут быть. Дальше тайная встреча, открытие тайн также в этот день. Опять же, это может не обязательно эта встреча открыться, да, тайна. Это может быть открыться какая-то другая тайна. Например, там за бокалом, да. Кто-то что-то вам расскажет, то, что до этого скрывал. И временная разлука, расставание еще может быть. Либо наоборот встреча после длительной разлуки, расставания. Ну, допустим, вы с человеком долгое время не виделись, и он там приезжает с чемоданом, там, либо с рюкзачком, с сумочкой на какой-то дорожной, и вы с ним там встречаетесь, общаетесь. Поэтому вот так, такие события. Ну, в целом, вы видите, тут ничего такого страшного здесь не выпало. Хорошо, смотрим дальше. Дальше будут козерожки. Козероги, 29 октября, события дня. Козерожки, среда, смотрим. Тайная встреча. Лебедь. Верность. Череп. Сундук. Корабль нельзя. Чемодан. Угу. Успех. Ой. Так, гости. Смотрим. Ой, подождите, гости нельзя было поворачивать. Это ж мне надо было сюда ее положить. Угу. Ну ладно, раз соединила, значит оставим. Пусть будет. Хотя так нельзя делать. Так. Значит, смотрим, что у вас получается. У вас получается в этот день гости, тайная встреча с кем-то, гармоничные отношения в паре, прибыль, успех в делах, временная разлука, расставание, чемодан. И, возможно, вопросы по здоровью в этот день. Болезнь выпала. Это могут быть как неожиданно, там какие-то первые признаки простуды, не знаю, зуб заболел, ухо и так далее, там, да, голова, нога. Либо это может быть и запланированный визит какой-то к врачу. Может быть, вы уже знаете, там на среду у вас уже есть запись. Поэтому тут как угодно. Может, то есть любое событие связано со здоровьем. Об этом показывает череп. Особенно, да, вот если мы не планировали. Чаще всего события нам показывают, ну, скажем так, то, что мы не думали делать, то, что мы не планировали, поэтому это для нас неожиданность. Вот вы не планировали заниматься здоровьем, а раз возникнет какая-то ситуация, и как бы события вас об этом предупреждают. Но в целом тут плохого ничего не выпало. Смотрим дальше Водолеев. Так, сейчас. Водолеи. 29 октября, среда. Почему у меня скачет?
29 октября, события дня Водолея. Угу. Рыба. Ой, чуть не убежал. Колокольчик. Череп. Книга. Кстати, может быть, если череп и книга, болезнь, больница. Ключ нельзя. Угу. Также есть метла. И здесь нет. Значит, смотрите. Что вижу для вас, Водолеи, на среду? Первое, скользкое дело. Это предупреждение о том, что вы можете попасть в какую-то неприятную историю. Вас могут обмануть там мошенники, подставить и так далее. Поэтому будьте осторожны, скользкое дело. Дальше ссора может быть в этот день. Пустые разговоры могут быть с кем-то. Тема здоровья может проигрываться. И казенный дом – это посещение госучреждения. Но это любое госучреждение, не только больницу. Это просто за то, что выпало рядом со здоровьем. Да, вот я предположила, что это может быть больница. Но тут не обязательно. Любое госучреждение. Вот опять же, скользкое дело, как вариант, может проиграться и в теме здоровья, и в этом госучреждении. Так что в этот день вам надо быть начеку, чтобы никто вас не поймал в свои сети, как рыбку. Понимаете? Благодарю за внимание, Водолей, и переходим к рыбам. Рыбы. 29 октября. События дня рыбы. Корона рыбки первая. Угу. Сердце есть. Угу. Кровать. Любовь и сразу же интимная связь после любви идет. Будильник. Угу. И еще и свидание. Роза, кровать, любовь. Так, и сейчас мы посмотрим здесь. Не вижу больше. Ну, точно все прекрасно в личной жизни, да, тут видно. Любовь, кровать и, может быть, какая-то встреча, свидание там и так далее. Дальше также выпали время, выпало, может быть какой-то сбой по времени. Ну, допустим, там встречи могут переноситься, вы можете не успевать, либо наоборот долго ждать. Поэтому тут по времени вопросик. Вам надо как-то правильно распределить, дать себе больше запаса времени на этот день. Еще выпадает встреча, видите, с важным влиятельным человеком, корона.
кто-то, кто имеет статус, положение в обществе. Поэтому тут, возможно, у вас будет встреча с этим человеком, и время показывает, что что-то там может пойти не так. То ли эта встреча перенесется, то ли вы не успеете, то ли там человек будет опаздывать, и вы будете долго ждать. Поэтому вот вам надо этот момент учесть. Хотя, может быть, конечно, и все по-другому. Время проиграется в какой-то в другой ситуации, где будет сбой, а встреча, да, вот это с человеком в короне пройдет, в принципе, плюс-минус там вовремя, все будет нормально. Поэтому тут как бы не хочется мне соединять, понимаете, соединять эти события, потому что у каждого они проигрываются по-своему. Ну вот так. То есть единственный минус у вас это какие-то там вот эти истории по времени. Могут быть негативные. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.